В одном очень далеком городе, на самом его краю, жила бедная-пребедная женщина. И был у нее один единственный сын. Он с самого юного возраста любил стрелять из лука. А когда подрос, стал ходить в лес, добывать дичь. Тем они с матерью и питались. В центре города, недалеко от падишахского дворца, было большое озеро. И решил как-то юноша поохотиться на этом озере. Город был очень большой, и пока юноша добирался с окраины в центр, солнце уже потихоньку начало спускаться по небу. Вот сел он на берегу и вдруг видит: из камышей вспорхнула утка с жемчужными перьями. Юноша быстро прицелился и подстрелил ее, а потом взял эту утку, отнес во дворец и подарил падишаху. Падишах очень обрадовался такому подарку и щедро наградил молодого охотника. Дворцовые портные шили своему повелителю красивую шапку и украсили ее жемчужными утиными перьями. И стала эта шапка любимой шапкой падишаха. Не понравилось визирям такое дело, и решили они юношу погубить. Сказали падишаху: «О, наш славный и могущественный повелитель! У тебя есть шапка с перьями жемчужной утки. Еще бы тебе шубу из шкуры жемчужного козла. Вот было бы хорошо!» Спрашивает падишах визирей: «Где же мне взять жемчужного козла?» А визири и рады говорят: «О чем ж тут думать? Тот молодой охотник, что сумел добыть тебе жемчужную утку, сумеет добыть и жемчужного козла». В тот же день падишах призвал юношу к себе во дворец. «Ты добыл для меня жемчужную утку, а теперь добудь жемчужного козла. Возьми сколько нужно денег из казны и сегодня же ступай на охоту. А если не добудешь, попрощайся со своей головой». Услышав такие слова, юноша опечалился и пришел домой к матери. Та спрашивает: «Что с тобой, сынок? Ты не заболел?» Рассказал юноша о том, чего от него требует падишах, а мать ему говорит: «Не волнуйся, сынок, мир такой большой и разный, в нем есть и жемчужные козлы, и много всего другого. Возьми свой лук и доверься своей судьбе». Юноша вернулся во дворец, взял из казны денег, из конюшни лучшего коня, запасся едой, прихватил лук со стрелами и отправился в путь. Месяц едет, год едет, вот доехал до дремучего черного леса. В этом лесу стоял маленький домик. Спешился юноша и вошел в него. Видит, сидит беззубая, сгорбленная, седая старушка. Вежливо поздоровался юноша и рассказал, какие дела привели его в этот лес. «Сынок, будь моим гостем. Я не знаю, где найти то, что ты ищешь. Но, может быть, об этом знает моя сестра? Она живет недалеко отсюда. Завтра утром пойдешь к ней». Утром Джигит встал очень рано, поблагодарил бабушку за ночлег, сел на лошадь и поехал к ее сестре по указанной дороге. День едет, ночь едет, доехал до поля с черной землей. А посреди поля стоит маленький домик. Спешился юноша и вошел в него. Видит, сидит худенькая, сгорбленная седая старушка. Вежливо поздоровался юноша. Говорит старушка: «Сынок, видно, очень сложное у тебя дело, раз ты забрался в такую даль. Здесь редко можно встретить человека. Расскажи, чего ты ищешь?» Стал юноша рассказывать. «Да, бабушка, дело сложное. Я живу со своей бедной матерью в столице дальней страны, на самой окраине города. Когда мне было 2 месяца, мой отец умер. И мать растила меня одна. Стирала белье богатеем, служила кухаркой. А когда я подрос, то стал охотником и однажды подстрелил утку с жемчужными перьями. Подарил я ее падишаху, а теперь он требует, чтобы я добыл ему еще и жемчужного козла. Или попрощаюсь со своей головой. Вот, теперь езжу я по свету, ищу жемчужного козла». «Сынок, будь моим гостем и ни о чем не волнуйся. Поешь, попей, ложись спать. Завтра утром ты поедешь дальше и найдешь то, что ищешь.
успокоила его старуха. Поел, попил Джигит и спать лег. Утром он поблагодарил хозяйку за теплый прием и снова собрался в путь. А она ему говорит: неподалеку отсюда живет моя сестра. Обширное ее владение. Есть у нее реки и озера, леса и поля, много всякой живности. В одном из ее стад наверняка найдется жемчужный козел. Поезжай прямо на пастбище и забери его. Поехал молодой охотник по той дороге, которую ему указали. День едет, ночь едет, и вот доехал до зеленого-зеленого луга, на котором паслись огромные стада коров, овец и коз. Нашел он жемчужного козла, поймал его, взвалил к себе на плечи, сел на лошадь и поехал в обратную дорогу. Неделю едет, месяц едет, много времени прошло, пока добрался до родного города, а там отправился прямиком во дворец падишаха. Падишах очень обрадовался и щедро наградил молодого охотника. Вернулся Джигит к матери, и стали они жить-поживать. А дворцовые портные шили своему повелителю шубу из шкуры жемчужного козла, и стала эта шуба его любимой шубой. А опять недовольны визири. Думали, как избавиться от юноши, и говорят падишаху: о, наш славный и могущественный повелитель! У тебя есть шапка с перьями жемчужной утки, есть и шуба из шкуры жемчужного козла, но была бы твоей женой девушка по имени Серебряная Сулу, вот было бы хорошо. Все падишахи мира завидовали бы тебе. «Кто ж добудет для меня эту девушку?» – спросил падишах. А визирям только того и надо, кричат наперебой: только тот молодой охотник, что добыл для тебя жемчужную утку и жемчужного козла, может справиться с такой задачей. Очень захотелось падишаху взять в жены красавицу Серебряную Сулу, и в тот же день он призвал к себе юношу. «Ты добыл для меня жемчужную утку, добыл и жемчужного козла. Теперь добудь для меня жену, привези мне девушку по имени Серебряная Сулу. Возьми сколько нужно денег из казны и сегодня же ступай за ней. А если не привезешь, попрощайся со своей головой». Услышав такие слова, вздохнул Джигит. Собрался он, попрощался со своей матерью и отправился в дальнюю дорогу искать Серебряную Сулу. Месяц едет, год едет, вот и снова доехал до дремучего черного леса. Зашел в маленький домик, вежливо поздоровался с беззубой сгорбленной седой старушкой и рассказал, какие дела привели его сюда на этот раз. Говорит старушка: сынок, будь моим гостем. Я не знаю, где найти то, что ты ищешь, но, может быть, и об этом знает моя сестра. Завтра утром поедешь к ней. Утром Джигит встал очень рано, поблагодарил бабушку за ночлег и угощение, сел на лошадь и поехал к ее сестре. Сестра тоже встретила его приветливо. «Сынок, ни о чем не волнуйся», – успокоила его старуха. «Поешь, попей, ложись спать. Ты же смог найти жемчужного козла. Завтра утром ты поедешь дальше и найдешь девушку по имени Серебряная Сулу. Эта девушка живет во дворце нашей самой старшей, самой богатой сестры. У того дворца 7 ярусов, 7 ворот, 7 рядов стен, потолки в 7 слоев, окна в 7 рам. Не видят красавицу ни солнце, ни луна. Как подойдешь ко дворцу, отдай охранникам свою одежду. Кость, что перед быком, брось собаке, а сено, что перед собакой, дай быку. Так откроются перед тобой все двери и заберешь с собой Серебряную Сулу». Очень обрадовался Джигит, поблагодарил бабушку и скорее направился к 7-ярусному дворцу. День едет, ночь едет, день едет. На середине 7-й ночи доехал. Отдал охранникам свою одежду, кость, что перед быком, бросил собаке, а сено, что перед собакой, отдал быку. Так и открылись перед ним все двери, и прошел он в комнату Серебряной Сулу. Как увидел Джигит ее красоту, чуть рассудок не потерял. Вынес он девушку из дворца на руках, посадил на лошадь и скорее домой поехал. А богатая сестра тех старушек, что помогли Джигиту, проснулась на утро и видит: двери дворца распахнуты, охранники щеголяют в новой одежде, довольная собака грызет кость, а бык сено жует. Рассердилась старуха и стала их всех ругать. Охранники отвечают: «Сколько лет мы служили тебе верой и правдой, а ходили в лохмотьях. Этот Джигит дал нам новую одежду, ты сама виновата». Собака говорит человеческим голосом: «Ау! Ты дала мне сено, ау!
А ведь я не ем сено. Этот джигит дал мне вкусную кость. Ты сама виновата. А бык ничего не сказал, только продолжал с удовольствием жевать сено. Старуха побежала к своей средней сестре. Никто, кроме тебя, не знал, что Серебряная Сылу живет в моем дворце. Это ты все рассказала вору. Говори, кто он? А та отвечает. Не кричи, сестра. Ты такая богатая. У тебя реки, озера, леса, поля, золото и серебро, большие стада и табуны. Но за всю жизнь ты не дала мне даже одной спички. А этот юноша привез мне подарки, был со мною добр и поблагодарил меня. Ты сама виновата. А тем временем джигит вместе с Серебряной Сылу добрался до родного города и приехал во дворец падишаха. Падишах, увидев красавицу, тут же безумно в нее влюбился, а потом позвал визиря и сказал, что женится на этой девушке. Услышав об этом, Серебряная Сылу и говорит: «Нет, я не для тебя. Мои родители были бедные люди. Когда я была совсем маленькой, украла меня богатая старуха-ведьма, и сидела я за 7 стенами и 7 воротами, не видя ни солнца, ни луны, пока этот храбрый джигит не освободил меня. Он любит меня, а я его». Ничего не смогли поделать падишах и визири. Юноша женился на Серебряной Сылу, и жили они вместе долго и счастливо.